В Республике Коми уже с начала марта дан старт марафону «Мы наследники Великой Победы». Средства, собранные в ходе акции, пойдут на ремонт жилья ветеранов, покупку необходимых медикаментов, а также на обновление памятников погибших в Великой Отечественной войне. Инициативу поддержал глава Коми Сергей Гапликов. Это наш с вами вклад как наследников Победы, как тех, кто действительно должен свято помнить, ценить и, конечно же, показывать личным примером. Я объявляю этот марафон «Мы наследники Победы» стартующим с сегодняшнего дня. И мы сегодня должны с вами до 9 мая, конечно же, внести свою посильную лепту. Уже 10-й год подряд благотворительную акцию «Марафон Победы» поддерживают и в Сосногорске. В Сосногорском районе, как и во всех регионах Республики Коми, ежегодно проходит акция по сбору средств «Марафон. Мы наследники Великой Победы». Эти средства, которые собирают жители Сосногорского района, расходуются Сосногорской районной организацией ветеранов на нужды ветеранов Великой Отечественной войны. По информации Коми Республиканского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, в 2019 году в благотворительный фонд было собрано более 1 миллиона рублей. Адресную помощь получили 190 ветеранов, в том числе на ремонт жилья, приобретение дров, бытовой техники, установку памятников. Каждый житель нашего района может перечислить средства на специальный расчетный счет, который вы видите на своих экранах. Влада Гришаева, Вести Тимана, Сосногорск. Ситуация с коронавирусом сегодня волнует всех, несмотря на возраст и социальный статус. Всемирная организация здравоохранения уже официально признала вспышку болезни пандемией, иными словами, всемирным заболеванием. Коронавирусная инфекция – это острое вирусное заболевание. Значит, инкубационный период данного заболевания составляет от 2 до 14 дней в среднем. Заразиться им можно воздушно-капельным либо контактным путем. Основные признаки, на которые надо обратить внимание, это сухой кашель, повышение температуры, слабость, чувство давления в груди. В России на сегодняшний день 28 официально подтвержденных случаев коронавируса, плюс еще 8 выявлены за последние сутки. Власти ограничили авиасообщение с Германией, Испанией, Францией и Италией. Особому вниманию подвержены лица, вернувшиеся из-за границы. Это Китай, Италия. На сегодняшний день уже есть информация о том, что людям лучше вообще воздержаться от выезда за пределы Российской Федерации. Значит, на сегодняшний день в городе Сосногорске коронавирусной инфекции нету, ни у кого она не подтвердилась, анализы у кого забирали, все они отрицательные. На базе Сосногорской ЦРБ открыто обсервационное отделение. Обсервационное отделение – это отделение, в котором наблюдаются контактные лица. Это те, которые вернулись либо из эндемичных районов, либо у них был контакт с человеком, у которого было подозрение на коронавирусную инфекцию. Согласно оценке ВОЗ, на создание вакцины уйдет около 18 месяцев. Поэтому появление вакцины в качестве зарегистрированного лекарства ожидается лишь к середине 2021 года. Поэтому сейчас на первом месте бесспорно меры профилактики. Это избегать посещения многолюдных мест, скопления людей, часто мыть руки. Если вы выходите все-таки в места скопления людей, надо воспользоваться маской. Маска одевается на 2 часа. Если вы эту маску в течение 2 часов трогали руками, маска снимается, выбрасывается в урну, руки моются, маска заменяется. Особое внимание профилактике должны уделять лица с ослабленным иммунитетом. Это люди старше 60 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями. Если все-таки у вас возникли какие-то симптомы, повысилась температура, кашель появился, тогда очень настоятельно рекомендуем не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Напомним, что в Сосногорском районе с 10 марта введен в действие план мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Всем организациям и предприятиям предписано усилить меры, ведущие к снижению риска распространения коронавирусной инфекции в районе. План будет действовать до особого распоряжения. Елена Двожик, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.
В Сосногорском плавательном бассейне Аюва прошли очередные соревнования среди юных пловцов. Участие в них приняли воспитанники местной спортивной школы, а также гости из Вуктыла. Всего более 60 спортсменов. Сегодня проходит первенство спортивной школы города Сосногорск по плаванию, посвященное 65-летию города. Данное соревнование принимают наши воспитанники спортивной школы, и также к нам приехали гости из города Вуктыл, которые уже давно занимаются, и мы у них будем перенимать опыт и также посмотрим, на что мы уже способны за год тренировок. На сегодняшний день плаванием в Сосногорске занимаются более полусотни юных горожан в возрасте от 6 до 11 лет. Несмотря на небольшой опыт, многие из них уже получили первые спортивные разряды и уверенно выступают на соревнованиях. Прошедшие соревнования также позволили юным спортсменам повысить свою квалификацию. Помимо заслуженных наград, многие участники первенства получили очередные спортивные разряды. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские хоккеисты представили Республику Коми в финальном этапе всероссийских соревнований на призы клуба «Золотая шайба». Игры проходили в Сочи с 24 февраля по 3 марта. Среди более полусотни команд наши земляки завоевали 7-е место. Съездили неплохо. Было 55 команд со всей России. Заняли 7-е место, могли сыграть лучше. В четвертьфинале проиграли команде «Пчелы», лесные пчелы из Татарстана, которая в итоге стала чемпионом «Золотой шайбы». Немножко не хватило, «Пчел» был 3-3, за минуту пропустили гол и проиграли 4-3, стали играть за 5-е и 8-е место. На сегодняшний день хоккеем в Сосногорске занимаются около 100 юных горожан. Кто-то из них делает первые шаги в спорте, а у кого-то за плечами десятки выездов и соревнований. Даниил Щучкин на льду стоит с 7 лет. За это время юноша побывал в Москве, Ярославле, Сочи и других городах России. Уже сейчас Даниил может похвастаться званием лучшего вратаря Республики Коми и совершенно точно знает, зачем молодому человеку идти в хоккей. В хоккей играют настоящие мужчины. Я думаю, он не будет трусом и сможет постоять за себя. Хоккей – это очень хороший вид спорта, самый силовой. От Даниила не отстают и его товарищи по команде. Все они стремятся к спортивным победам. И дело не только в кубках и медалях, а в том, что дороже любого трофея. Хоккей – это очень мужская игра, я считаю. Тут есть и силовая борьба, это и красивая игра. Тут много ярких моментов. А эмоции, когда ты там выходишь 1 на 1 или забиваешь гол, там просто невероятные. Ты хочешь, чтобы это было снова и снова. И для этого ты тренируешься, стараешься, побеждаешь. Записаться в Сосногорскую Парму не составляет труда. Для этого достаточно обратиться в Ледовый дворец «Звездный». Здесь молодого человека научат всем премудростям хоккейной науки, вплоть до умения забить гол в надежно защищенные ворота. Кстати, существует стереотип, что хоккей – спорт довольно затратный. Одна только экипировка влетит родителям в копеечку. Однако, как говорят специалисты, это далеко не так. Мы всегда, если придут родители с детьми, и у них там очень тяжелое финансовое положение, мы всегда можем помочь найти и какую-то клюшку, и щитки, и коньки. Мы все можем найти, пойти навстречу. Сосногорские хоккеисты уже давно доказали, что они являются одними из лучших не только в Республике Коми, но и в России. Ярким доказательством этого служит победа Пармы в финале межрегиональных соревнований среди детских команд «Кубок Добрый лед» в 2017 году. И такой успех по силам каждому. Главное – сделать первый шаг и прийти в хоккей. И, возможно, через несколько лет сегодняшних первоклассников будут встречать на малой родине так же, как и Сосногорскую Парму 2 года назад. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.